Подробнее о визите Максима Топилина и о маршруте инспекционной поездки министра труда и социальной защиты России расскажет Ирина Цичуева. Финансирование федеральных и региональных программ, вопросы занятости населения, обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья, техническими средствами реабилитации. Вот главные вопросы, которые обсуждаются на совещании. Максим Анатольевич Топилин прибыл в республику по поручению Владимира Путина. По словам федерального министра, за последние годы республика развивается. Заметно сократился уровень безработицы. Максим Топилин отметил, необходимо продолжить работу в этом направлении. Цифры 2010 года это 25% зарегистрированной безработицы, сейчас это 14,9% в сентябре. Это очень много, это больше, чем в любом другом регионе, но динамика, она налицо, и мы надеемся, что после того, как будет принято решение дополнительное по программе развития Северо-Кавказского федерального округа, вот прошлое совещание, которое проводили, как раз было этой программе посвящено. Я думаю, что создание рабочих мест позволит сокращать уровень безработицы. Юнусбек Евкуров отметил, при поддержке Министерства труда и социального развития России в Ингушетии построено ряд объектов, в числе которых детский реабилитационный центр в Магасе. В свете того, что за последние 2 года значительно выросло число инвалидов, их стало больше на 606 человек. Центр пришелся как нельзя кстати. Но в республике много и взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья, которые тоже нуждаются в подобном центре. Для республики с таким большим количеством инвалидов, в том числе мы знаем, с учетом событий, которые происходили, инвалиды, которые получили ранения, боевые увечья. И второй вопрос – это психоневрологический диспансер, который находится в Сидахе. Вот если бы эти 2 вопроса нам помочь, я думаю, что это была бы довольно существенная помощь для республики. Я думаю, что в этом направлении будем работать. Максим Топилин и Юнусбек Евкуров посетили тот самый детский реабилитационный центр, в котором самое современное лечебное оборудование. Центр предназначен для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, имеющих посттравматические синдромы, пациентов с бронхиальной астмой и заболеванием почек. Федеральный министр пообщался с группой китайских медиков, которые обучают ингушских коллег секретам восточного лечебного массажа, а также иглоукалыванию. Максим Топилин поинтересовался у маленьких пациентов, по душе ли им такое лечение. Лежать вот так вот, нет, не учиться, а лежать, так отдыхать, да, когда еще там кто-нибудь помнет спину, отлично, да? Нравится? Уколов не боишься? Да, хорошо. Руководство учреждения уверяет, что в реабилитационном центре созданы все условия для того, чтобы ребята в процессе лечения не отставали от школьной программы. Работаем и с младшими детьми, работаем и со старшими. Можете оценить уровень знаний? Дети, есть разные знания. Дети есть, которые подготовка очень хорошая. Завершилась инспекционная поездка совместным фото на память. Ирина Цичуева, Ахмед Парчиев. Новости 24.